Здравствуйте. Эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алату Лайв». С вами Мирбек Мулдакунов. Бытует мнение, что старость – это золотое время, осень. Как известно, осень тоже называют золотой порой. Поэтому и принято отмечать повсеместно первый день второго осеннего месяца, 1 октября, Международный день пожилых людей. Ежегодно этот день способствует формированию позитивного представления о пожилых людях, их активной жизненной позиции. Период с 2021 по 2030-е годы провозглашен Организацией Объединенных Наций десятилетием здорового старения. Увеличение продолжительности жизни – это невероятно ценный ресурс. Он дает возможность иначе взглянуть на то, что такое пожилой возраст, а также на то, что мы ответим на вызовы времени. Как у нас в стране ведется забота о пожилых? Поговорить на эту тему мы пригласили в студию зав. Отделом по развитию услуг ЛОВЗ и пожилых граждан Минтруда и соцобеспечения Айдаралиеву Гульзаду Абдлашимовну и начальника управления по работе с общественностью социального фонда Мукамбетова Джамишпека Уркалыевича. Уважаемые гости, добрый день, добро пожаловать в студию. Здравствуйте. И все-таки первый вопрос, сколько пожилых людей у нас в стране? Какой процент составляет из общего числа населения? На сегодня в Кыргызской республике количество пожилых граждан, кому 65 лет и плюс, составляет более 5%, 5,2%. Как и во всем мире, у нас в Кыргызстане количество пожилых граждан увеличивается. К этому, конечно, влияют разные факторы. Но это тоже хорошо, потому что жизнь дается всем, а пожилой возраст не всем. И то правда, да? И скажите, пожалуйста, у нас в стране, получается, пенсионный возраст считается, уже человек в таком пожилом возрасте, то есть приступил, к этому возрасту, получается, для женщин это 58 лет, да? И для мужчин это 63 года, да? И хорошая новость была недавно, то, что с 1 октября, именно в День пожилых людей повысятся пенсии. Да. В соответствии с указом президента от 13 сентября за номером 235 принято решение повысить размеры страховых частей пенсии. Я хочу подчеркнуть, потому что когда речь идет о пенсиях, все считают общую пенсию. В этот раз повышение коснется только страховых частей пенсии, которые человек сам заработал, за вычетом всех выплат, которые идут с республиканского бюджета. Это базовая часть пенсии, это надбавки, это компенсация за электроэнергию. Поэтому любой человек может, если знает эти суммы, себе посчитать, у кого размеры пенсии до 30 тысяч, страховые части пенсии повышаются на 38%. Но в то же время есть гарантированная сумма, ниже которой не будет повышения. То есть если у человека низкий размер пенсии, даже его если увеличить на 38%, оно окажется очень маленьким. Поэтому в этих случаях мы ввели гарантированную сумму 500 сомов. То есть у кого низкие пенсии, ввиду обстоятельств, у кого-то маленький стаж, кто-то вышел чисто по уплате земельного налога, поэтому у них всегда размеры пенсии низкие. Размеры пенсии страховые особенно зависят непосредственно от вклада каждого гражданина в пенсионную систему. Конечно, да, но есть и категория граждан, которые вообще не работали, и им тоже, оказывается, полагается соцпособие, так называемый по возрасту, скажите, пожалуйста, какую сумму составляют, эти пособия, и ежемесячно ли они выплачиваются, и таких людей у нас в стране какое количество? Спасибо за вопрос. Да, у нас есть граждане, которые по линии соцфонда получают ежемесячные пенсии, но в то же время есть и пожилые граждане, которые не делали своевременные отчисления в социальный фонд и не имеют права на пенсионное обеспечение. Те граждане у нас получают ежемесячные социальные пособия. В прошлом году, согласно указу президента, размер ежемесячного социального пособия повысился на 100% поэтапно.
и количество, сумма этого ежемесячного социального пособия составляет 2000 сом, а количество людей, которые получают это пособие, составляет 1947 человек, то есть около 2000 человек. Это вот те люди, которые вообще не отчисляли, да, в соцфонд никаких средств. Да, плюс так к этому, скажем. да, я извиняюсь, плюс пожилые граждане, которые живут в высокогорьях или в других трудных жизненных условиях, им добавляется еще немножко коэффициенты. За высокогорье, Да, по месту жительства добавляются коэффициенты. И давайте поговорим, сколько у нас вообще интернатных домов, да, и сколько у нас домов для пожилых граждан. Да, при министерстве на сегодня функционирует 17 социальных стационарных учреждений, и из них 5 предназначены для пожилых граждан и для людей с инвалидностью, с ментальными нарушениями. Там с прошлого года тоже были повышены денежные нормы на питание. Если она ранее составляла в день 100 сомов, то на сегодня она составляет 200 сом. Конечно, количество людей, которые получают услуги в этих социальных стационарных учреждениях, оно тоже немножко увеличивается, к сожалению, и среди этих граждан увеличивается именно наши граждане, то есть представители титульной нации, да, да? титульной то есть нации, кыргызы. да. И на сегодня оно составляет 2215 человек, но со стороны государства прилагаются все усилия. Соответственно, с указом мы внесли поправки на денежную норму питания и были пересмотрены физиологические нормы питания получателей услуг. То есть их меню мы пересмотрели, внесли поправки с учетом физиологической потребности этих получателей услуг. Мы, конечно, улучшили меню этих получателей услуг. А что вы добавили? Вот когда мы говорим улучшили, да, мы о чем говорим? Допустим, если ранее они как бы ограниченное количество молочной продукции было предоставлено, то на сегодня рацион этих молочных продукций тоже увеличивается. И, конечно, мы пересмотрели, как бы, какие полезные продуктами должны питаться пожилые граждане, чтобы жить дольше. Больше овощей и фруктов, да, и полезных, да? Да, Еще полезных других вещей. продуктов, молочных, да? И вот, к сожалению, вот такая тенденция идет, да, то, что в этих домах, к сожалению, людей становится все больше и больше, да, пожилых именно титульной нации, да, это очень огорчает. Вообще огорчает то, что в этих домах вообще содержатся, да, пожилые люди, хотя они... И вот скажите, пожалуйста, вот так, вы же, наверное, какой-то анализ делаете, да, в связи с чем они попадают туда? Дети никак не могут присматривать за ними, или они куда-то уезжают? Вот какие факторы влияют на вот такую тенденцию? На такую тенденцию влияют разные факторы, разного рода факторы. Конечно, на сегодня в Кыргызстане ситуация миграционной проблемы, они влияют на все отрасли, на все сферы жизни. И кроме этого, конечно, мы должны больше обратить внимание на семейные ценности, на институт семьи, на эти вопросы. И должны воспитывать детей, которые должны ухаживать за детьми, за родителями, заботиться о них. Ну, тут всегда влияют очень многие факторы. Ну, кроме этого, со стороны государства было принято постановление 442 еще в 2019 году, которое было тоже направлено на улучшение жизни, качества жизни пожилых граждан. Основное направление этого плана мероприятия – это недискриминация пожилого человека, это профилактика и укрепление здоровья пожилых граждан, это, конечно же, обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла пожилых граждан и обеспечение доступности пожилых граждан государственным и муниципальным услугам путем развития рынка социальных услуг.
Вот в данном направлении со стороны всех госорганов проводится определенная работа, есть план мероприятий по реализации данного постановления. И, конечно, проводится работа, конечно, где-то у нас улучшается в лучшую сторону жизнь пожилых граждан, где-то у нас есть еще недостатки, недоработки. Вот именно где недостатки и недоработки? Мы сейчас хотим пересмотреть вот данный план, и, конечно, мы с учетом международных и наших потребностей, мы, конечно, хотим разработать новые стратегические документы. Это касается активного долголетия пожилых граждан, и на сегодня у нас есть проект концепции политики активного долголетия до 30 года. То есть план у нас до 25 года, а активное долголетие мы хотим как бы продолжением этого плана сделать, и с учетом новых потребностей пожилых граждан доработать и реализовать уже новые стратегические документы. Да, вот вы несколько раз повторили продлить их активность, да? И вот вы им какие активности вы им добавляете? Спортивные какие-то, может быть, или моменты имеются, или вот именно что? Есть постановление правительства Кыргызской Республики номер 237, где каждый год все государственные органы по республике вообще должны проводиться месячник внимания и заботы пожилым людям. В рамках этого как бы месячника мы организуем очень много мероприятий. Вот сегодня, 29 сентября, на площади, возле площади Алато, возле памятника Курманджан Датке у нас прошла ярмарка. В ярмарке приняли участие 40 групп самопомощи с разных регионов Кыргызстана, и они были предоставлены изделия из волока или шерсти, разного рода продукция, которые изготовили сами пожилые граждане. И также программа мероприятий включала первую доброчебную помощь, оздоровительную гимнастику, также выставку информационно-образовательных материалов и юридические консультации со стороны Минюста. И вот в России, да, вот когда мы там работали, мы активно наблюдали за таким процессом, когда пенсионеров обучали каким-то информационным технологиям, да. Их учили пользоваться компьютером элементарно, да, их учили пользоваться мобильными какими-то устройствами, да, чтобы как-то они сумели получать онлайн какие-то услуги, да, тем более в стране идет активно вот этот процесс цифровизации. А у нас в стране подобные мероприятия проводятся? У нас проводится. Министерство с 2009 года как бы успешно реализует закон о государственном социальном заказе, то есть государство именно закупает услуги у представителей некоммерческих организаций, и они предоставляют услуги на местах для пожилых граждан. И каждый год мы составляем новый план по реализации общественно полезных проектов. То есть мы учитываем, конечно, в первую очередь стратегические документы и в то же время потребности пожилых граждан. Кроме этого, учитывается как бы ситуация в стране, то есть это разные стихийные бедствия происходят, да, или приграничные вопросы иногда возникают. Вот именно вот с учетом этого мы составляем каждый год новый план, и с учетом этого каждый год у нас реализуется на местах общественно полезные проекты. Вот на эти цели тоже ежегодно из республиканского бюджета предусматриваются средства. Если оно в 2009 году составляло около 4 миллионов сомов, то на сегодня оно увеличилось до 48 миллионов сомов. Это означает, что наш охват, то есть количество наших получателей услуг в рамках общественно полезных проектов тоже увеличивается. Конечно, в плане мы тоже учитываем именно вот те вопросы, которые вы обозначили. Кроме этого, я бы хотела отметить, вообще согласно этому закону, согласно 5 статье этого закона, все государственные органы тоже, то есть там 17 сфер, они должны тоже реализовать. Это означает, это не только со стороны Министерства труда, соцобеспечения и миграции, то есть и со стороны Министерства образования, Министерства здравоохранения, культуры и так далее. Они тоже могут реализовать общественно полезные проекты. Очень хорошо. Вот скажите, пожалуйста,
Цифровизация дошла и до соцфонда, да, наши пенсионеры сейчас получают свои средства на карточку, да. Вот еще какие технологии, еще какие вот эти новшества, да, вводятся вот именно в вашей сфере, да, чтобы как-то облегчить участь пенсионеров, потому что, ну, разные же люди бывают, активные бывают, которые ходят, передвигаются, но есть люди лежачие, да. Спасибо. У нас данный вопрос уже давно рассматривался, и где-то в 2018-2019 году мы разработали личный кабинет застрахованного лица. Изначально в рамках цифровизации операций деятельности социального фонда нами было введено такое новшество. Сначала мы думали название обозначить личный кабинет пенсионера, но поскольку мы работаем не только с пенсионерами, а плательщиками, поэтому было принято решение обозначить личный кабинет застрахованного лица. Это хорошая возможность для тех лиц, кто занят на работе. Радует то, что у нас растет средняя продолжительность жизни, и, соответственно, все лица, которые старше ранее сказанного возраста, они до сих пор остаются активными. Они работают, потому что у нас свыше 120 тысяч работающих пенсионеров по республике. Это тоже им плюс. Плюс еще это прибавка ежегодно к пенсии, потому что от сумм уплаты страхового взноса ежегодно пересчитывается размер пенсии на 1 января. А то, что касается личного кабинета застрахованного лица, это может любой гражданин Кыргызской республики, кто застрахован, уплачивать страховые взносы, один раз подойти в ЦОНы, зарегистрироваться, оставить свои данные, и при этом ЦОН дают им, как сказать, пароль. И этот пароль является ключом для того, чтобы обратиться в органы социального фонда с любым вопросом, который его интересует, в том числе для назначения пенсии, для перерасчета пенсии, для изменения канала выплаты пенсии, для ознакомления информации из личного страхового счета. Это многие сейчас, тем более, накопительную часть забирают для погашения ипотечного кредита жилья, да. Поэтому очень много моментов, которые можно это. Таким образом, сейчас есть люди, которые, не выходя из кабинета или дома, у кого есть доступ к интернету, они могут, сканировав все свои документы, передать к нам. И это считается таким же обращением, как в органы социального фонда. Стоять в очереди не надо. Есть люди, которые уже получают таким образом пенсии. Это хорошие. Здесь исключаются коррупционные какие-то моменты, вот, отношения, взаимодействия с нашими сотрудниками. Поэтому в будущем... Очень хорошо. Да, в будущем все впереди. Конечно, будущее за технологиями, да? И вот скажите, пожалуйста, насколько мне известно, да, вот пенсионеры имеют право бесплатного проезда, да, имею в виду городские пенсионеры, насчет региона у меня нет информации, может, вы дополните, да? Они еще, у них имеются льготы, да, на какие-то виды лекарств, да? Еще вот какие блага, да, предоставляет государство вот для наших пенсионеров? Наверное, скидки какие-то, да, при уплате коммунальных, наверное, каких-то, да, счетов, да? Да, кроме того, то, что вы перечислили, да, это все предоставляется органам местного самоуправления, по месту жительства, то есть это в городах по-разному, в районах тоже, в регионах тоже по-разному. Кроме этого, у нас еще предоставляются протезно-ортопедические изделия и кресла-коляски пожилым гражданам. А кому старше 85 лет, им уже бесплатно предоставляется это положение. Ну, они должны обратиться по месту жительства районного управления социальной защиты и подать заявку, и на основании этого они, конечно, получат кресло-коляски. Потому что у нас, конечно, пожилые граждане в этом возрасте, они у многих возникают проблемы со здоровьем, и приходится вот обратиться. Это очень хорошо. Вот вы
Вот Я прям просто да, конечно, можете дополнить, да. Я хотел дополнить, просто со стороны социального фонда, это за счет республиканского бюджета предусмотрены, у кого низкие пенсии, компенсация за электроэнергию от 200 до 313 сомов, в зависимости от размера пенсии, до 4000. Это было принято давно. В 2010 году было последнее изменение, и с тех пор за счет республиканского бюджета, как помощь низким пенсиям, они получают компенсацию за электроэнергию. Просто они вместе с пенсией получают, поэтому многие не чувствуют это, отдельно не выдается, но вместе с пенсией выплачивается. Да, вот пожилые, да, вот с возрастом, ну, пожилые люди становятся как дети, да, вот они остро нуждаются во внимании, да, в заботе очень нуждаются. И вот мы говорим, да, вот, что пенсионный возраст такой-то, да, но продолжительность жизни увеличивается, да. Вот даже есть такие данные, что те, которые родились с 2005 года и дальше, да, они будут жить до 100 лет. И вот если вот такая тенденция дальше пойдет, да, то пенсионный возраст изменится, это что даст государство? Это, во-первых, дополнительная потребность. Но у нас сейчас наши уважаемые пенсионеры пока не могут не беспокоиться об этом, потому что у нас в планах нет увеличения возраста выхода на пенсию. Это было увеличено в 2008 году, и с тех пор никакого увеличения не было. Ну, как показывает мировая практика и опыт соседних стран, с увеличением продолжительности жизни это уже как бы требование времени, наверное. Ну, какие-то коррективы, наверное, будут вноситься, но это со временем. Но пока у нас установлен возраст выхода 63-58 остается, поэтому пусть не беспокоится. Есть еще у нас пока в законодательстве досрочный выход на пенсию 55 и 60 лет. Который тоже активно Да, обсуждается, да? да. Убрать, не убрать. Да, ну пока Пока все действует. И вот скажите, пожалуйста, вот в ООН, да, по-моему, была озвучена такая цифра, что молодой возраст продлевается, да, по-моему, до скольки лет? Если я не 44. ошибаюсь, до 44-45 лет, да? да. Это вот люди до 45 лет будут считаться молодыми людьми, да? А потом уже средний возраст до скольки лет получается? До 60 лет. До 60 лет это уже средний возраст, да? Да. А дальше уже... Дальше пожилой возраст, потом еще долгожители есть. Кому 90 и старше, они уже считаются долгожителями. А у нас По сколько стране, таких да, долгожителей? их немного, конечно. Дай бог, что это количество увеличится в будущем, что наши пожилые граждане, что наши граждане будут активно заботиться о своем здоровье, правильно питаться, не нервничать и будут жить долго. И, конечно, это количество, наверное, увеличится в будущем. Вот сколько вы сказали у нас долгожителей таких? Ну, их немного. Немного, да? Немного. Ну, дай бог, чтобы мы как в следующей программе, да, наверное, смогли уже Я точно просто цифру хочу сказать. добавить, что насчет средств, что предусмотрены в бюджете социального фонда, с увеличением заработной платы, увеличением экономической активности или увеличением в целом ростом экономики увеличится база пенсионного фонда, поэтому если мы в 1993 году, когда образовался социальный фонд, бюджет поступлений и страхового взноса составлял в районе 340 миллионов. На сегодня эта цифра составляет порядка 52 миллиардов сомов. 52 миллиардов. Поэтому И вот эти повышения вы производите за счет собственных средств соцфонда, да, если не ошибаюсь? Да, пенсионного фонда. Все финансироваться будет за счет средств пенсионного фонда. Уважаемые гости, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию, Спасибо. ответили на наши вопросы. Дай бог, чтобы в нашей стране вспоминали пожилых не только 1 октября, да, но и круглый год. Спасибо Чтобы они большое. были окутаны заботой, вниманием, да, Им со всем стороны здоровья, государства, самое со главное. стороны своих детей, самое главное, да. И будем очень надеяться, что вот количество все-таки, да, вот в домах пожилых сократится, да, и наши пожилые люди будут
в тепле, в заботе, да, в своем доме жить, среди своих родных, детей, внуков. Ну, я, уважаемые телезрители, напомню, что это была программа «Алату Лайв». Всего вам самого доброго. Поздравляю с наступающим праздником всех пожилых людей. Дай Бог, чтобы вы долго-долго оставались активными, здоровыми. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.